сам конфликт на Украине есть следствие желания определенных сил резко изменить их баланс. Да? Мы видим, чем дальше, тем больше, что конфликт на Украине выдуман, сформирован. Причем он формировался вялотекуче в течение всех этих 20 лет и был форсирован в течение событий вот последнего Майдана и так называемой революции. Формировался, значит, американцами с целью втянуть Россию в глобальный конфликт. Поэтому здесь надо говорить не о последствиях, а о результатах уже, а о процессе самом. То есть смысл этого процесса есть изменение, с одной стороны, баланса сил, построение новой конфигурации сил в мире, при которой Россия используется кем-то как враг. Я думаю, что есть люди, которым просто это выгодно, потому что Россия не является естественным врагом и конкурентом Соединенных Штатов. Потому что задачей Соединенных Штатов глобальной является сохранение глобального лидерства. Россия не угрожает американскому лидерству. Вот союз России с Китаем угрожает глобальному лидерству. Поэтому с этой точки зрения это подстава. Но просто существует колоссальный конгломерат сил, в первую очередь в Америке, но и вообще в мире, это и часть международной бюрократии, в том числе западной, да, которая крайне заинтересована в воспроизводстве России в виде такого псевдосоветского союза, то есть построение псевдодвуполярного мира, смысл которого состоит в том, что есть империя зла, но в отличие от советской, они считают, что она пожиже и послабее, и явно не угрожает существованием западному миру, своим существованием, да? Поэтому это безопасный конфликт. А с другой стороны, когда противник видится безопасным, то истерия можно позволить себе гораздо более безответственную и гораздо более бесконтрольную истерию. Заметьте, вспомните Карибский кризис. Действительно угроза человечеству. Действительно, на самом деле мир стоял на пороге ядерной войны. Но президенту Кеннеди, там, при Никите Сергеевиче, это другая политическая культура, будет говорить, в голову не приходило разговаривать тоном и говорить вещи и позволять себе выходки, которые позволяет себе обамовская администрация. Вот в голову. Это был разгар холодной войны. Разгар. Вот. И стороны практически сталкивались, косвенно, на Кубе уже в виде военного противостояния. И тем не менее. Вот. И был опыт и Корейской войны до этого. Потому что была другая культура, другой уровень ответственности и другой баланс сил. Надо тоже отдавать себе. Если они выстраиваются свиньей против нас, то они будут стараться дестабилизировать по всем линиям. Но там есть свои проблемы. Там есть ИГИЛ. И ситуация, которая, с одной стороны, представляется американской конструкцией, понимаете, ведь всегда конспирологическим конструкциям всегда есть опровержение. На самом деле все политические действия в мире носят конспирологический характер. Каждое конкретное действие, оно является в какой-то степени заговором. Сговором или какой-то операцией спланированной, более или менее явной, более или менее тайной. Да? Но совокупность этих операций всегда вносит свои коррективы. Потому что игроков много, и они разные. И даже американцев никак нельзя считать одним игроком. Там много разных игроков с разной конфигурацией интересов. Вот. И тем более нельзя считать всех их так называемых союзников, даже сателлитов, и одним игроком. Они тоже, то есть сателлит, который не может возвысить свой голос против хозяина, может наделать тихо за спиной различных действий, которые резко изменяют ситуацию, да? Во всяком случае, на нее существенно влияют. Вот. Поэтому, когда мы говорим сейчас о той же Европе, мы, с одной стороны, понимаем, казалось бы, Россия бьется головой об стену, рассчитывая, что Европа проявит субъектность политическую, историческую, что она будет защищать свои интересы. Не нужно, чтобы они наши интересы защищали, не сумасшедшие. О том, что вообще удар по России ведется системно. Конфликт на Украине угрожает Северному Кавказу в той степени, в которой России угрожают Соединенные Штаты
и различные их союзники и инструменты. Одним из инструментов традиционно является исламистский терроризм. Да? Он является инструментом Соединенных Штатов, был и остается этим инструментом. Сколько бы они там с ним якобы не боролись, они всегда, главная борьба заключается в том, что использовать его, канализировать его в сторону России. Да? Собственно, так же поступали и их партнеры саудиты, да? Которые рассматривали экспорт вот этого радикального ислама как задачу снизить напряжение в котле, просто так, выбрасывать лишнюю энергетику в сторону, так и уничтожать своих оппонентов, противников и врагов. Дело в том, что идентичность людей, она разная на самом деле, там очень разные люди, но так же, как и в Приднестровье, это постимперская идентичность. Это люди единой страны, которые воспринимают, начиная там от Саши Бородая, который это говорит открыто и прямо, да, и кончая там людьми, у которых это понимание как-то вот, не вербализовано, то есть оно растворено в их мировидении даже. Но понятно, что большая часть людей из Кавказа, они как бы воюют за великую единую страну, да? Они воюют за историческую Россию, считая себя органической частью исторической России. Потому что считать себя частью национальной России, кавказцам довольно трудно, да? А вот частью полиэтнического вот этого исторического цивилизационного образования, да, кому-то нравится слово империя, мне нравится, кому-то не нравится, это не важно. Это вопрос, что ты имеешь в виду, а не как ты это называешь. Да? Вот. Но на самом деле такого имперского, в хорошем смысле слова, поликультурного, мультирелигиозного образования, где, то, что называется исторической Россией. Историческая Россия существует. То, что происходит на Украине, то, что произошло на Кавказе, то, что Россия сумела, в общем-то, с теми или иными издержками, не до конца, конечно, но реинтегрировать Северный Кавказ, да? Вот. Все это показывает, что историческая Россия является не химерой, не памятью исторической, не ностальгией, вот, не пятном на исторической карте, да, а она является реальностью, она является политической реальностью на самом деле. Это политический субстрат, который работает. Хуже, лучше, на подъеме или там на спаде в настоящий момент пребывает, это можно спорить, но он есть.